Muhakkak bütün hamd ve sanalar Allah'a layıktır. Allah'tan gayrı başka ilah yoktur. Tek ondan mağfiret isteyik, tek ondan rahmet isteyik, tek ondan yardım isteyik, tek ona ibadet yapayıq. Kimne Allah doğru yolunu alıp barsa artık kimse onu sapıttırmaz. Kimge ise Allah subhanahu zalalet istese artık kimse onu doğru yolunun alıp barmaz. Bugünkü hutbemiz tek bir ayet üzerinde olacak ve bu ayet şudur ki Euzubillahimineşşeytanirracim وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ İnna Allaha azizun hakim. İşte bugünkü hutbemiz dost, müminler, kadınlar ve erkekler birbirine nasıl destek olurlar, nasıl dost olurlar ve bu vilayet nedir? Дорогие братья и сестры, сегодняшняя хутба наша будет посвящена одному аяту, в котором Аллах Субхану Тааля говорит: верующие мужчины и женщины. Аллах Субхану Тааля здесь разделил и выделил, хотя обычно во многих, большинстве аятов Аллах Субхану Тааля не разделяет. И все ахкямы, все законоположения, которых идет обращение к мужскому полу, они относятся и к женскому полу. Но здесь Аллах Субхану Тааля выделил это, сказав: верующие мужчины и женщины, они друг другу друзья, покровители. По-разному можно перевести слово «вали». Но слово «вали» так или иначе всем знакомо. И дальше Аллах Субхану Тааля описывает, в чем заключается это покровительство, эта дружба, эта близость. Он говорит: они велят совершать одобряемое, побуждают друг друга к одобряемому, запрещают порицаемое, совершают намаз, выплачивают закят. И пик всего وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, что бы ни было, подчиняются Аллаху и Его посланнику. Уляика, именно этих помилует Аллах. Поистине Аллах азизун хаким, обладатель мощи, мудрый, величественный. Итак, в чем же заключается это покровительство? И вообще, кто кому покровительствует? Знаете, чуть углубился в тафсир этого аята, и обнаружил, что только над одним аятом некоторые ученые дают уроки чуть ли не час. Имам Шаарауи, имам Ибн Уthaymin и другие, и многие имамы, те, которые доступны в интернете, во всяком случае. Только над одним аятом, субханаллах. На что здесь следует обратить внимание? Эль-Виляя, что здесь имеется в виду под дружбой верующих мужчин и женщин? Здесь, конечно же, имеется в виду поддержка, братство в исламе, любовь в исламе. И обратите внимание, мужчин и женщин. Именно на этих акцентах, на этом я хотел бы сделать акцент в сегодняшней хутбе, в сегодняшнем нашем разговоре. То есть это касается и поддержки имуществом, это касается поддержки призыва, это касается абсолютно во всем, мои дорогие братья. Чтобы понять, я всегда говорю, чтобы прочувствовать глубину всего этого, нам необходимо всегда смотреть реальные, живые примеры. То есть как этим аятом жили сподвижники и сподвижницы. Ну, а иначе, как бы оно понятно, но так или иначе мы будем трактовать это, имплицировать это на себе. Жена пусть сидит дома, ее обязанность сидеть дома, заниматься домашним. Да, бесспорно. Но давайте посмотрим. Бесспорно, потому что на это есть также указания хадиса. Это основа основ. Это вообще никто это не оспаривает. Давайте посмотрим на другую сторону медали, от которой зависит многое. Зависит
то, каким будет общество мусульман, каким будет умма мусульман и каким будет будущее этой уммы. Так вот, если мы обратим взор и углубимся, то обнаружим, что сподвижницы участвовали в битвах. Можете себе представить? Разве они не были женами? Или у них не были дети? Они участвовали в битвах. Аиша, рады Аллаху, передают, что она участвовала впервые в битве при Ухуде и носила воду. И они залечивали раны, обрабатывали раны и готовили пищу. Ханса тоже сподвижница. У нее было множество детей, юношей. Она в битве, естественно, они все были сзади, не упоминается в какой битве, она побуждала мужчин, которые, почувствовав страх, пытались бежать. Она их побуждала к тому, чтобы они не покидали ряды, чтобы стояли стойко. Притом эта женщина была известна своей утонченной душой. Она писала стихи. То есть и вошла вообще в историю, ее стихи изучаются. Есть даже отдельная тематика, рита называется, оплакивание. То есть, как она писала стихи по поводу смерти своих детей, которые пали шахидами. На ее глазах дети ее падали шахидами. Так вот, она когда увидела, как третий ее ребенок пал шахидом, она сказала: «Альхамдулилля, хвала Аллаху, который облагодарил меня тем, что даровал им смерть свидетелей на пути Всевышнего». Такая была Ханса. Или взять Хадиджу, мать правоверных, первую жену пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Все вы знаете сиру прекрасно. Вся эта женщина, обладательница знатного рода, обладательница большого капитала, какую она величезную поддержку оказала пророку саллаллаху алейхи ва саллям. В тот самый момент, когда пришло ему первое откровение, когда обрушилось на него первое откровение, что было ему крайне тяжело. То есть он думал, что он сошел с ума. Она сказала: нет, Аллах тебя никогда не устыдит, ведь ты помогаешь, носишь и так далее. Как она поддержала его своим имуществом, своим мудрым советом. Как она носила пищу до пророчества пророку саллаллаху алейхи ва саллям, горе Нур. Те, кто были в этих местах, поднимался на эту гору, еще ближе прочувствовали то, о чем, возможно, сейчас я говорю. Какая это была женщина. Или же взять Хавсу, другую мать правоверных. Про Айшу мы уже сказали. Айша, кстати говоря, и в других битвах участвовала. И Омар удивлялся, насколько она приближалась к первым рядам. То есть на нее смелость, отважность, храбрость. Хавса отличилась тем, что в то время, вы знаете, грамотой немногие обладали. То есть немногие даже мужчины могли писать и читать. Хавса отличилась тем, что научилась читать, писать, познавать, углубляться в знаниях. Даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил одну из сподвижниц, чтобы она обучала Хавсу. А впоследствии из-за ее познания, грамоте, изучения, богобоязненности, отец Аиши, Абу Бакр ас-Сиддик, он, вы знаете, да, собрание Корана, как это было все, он, тот мусхаф, который был собран первый раз при Абу Бакре, он именно отдал на хранение Хавсе. Хавсе отдал. И не просто так, не какому-то там сподвижнику и так далее, а именно Хавсе. Даже не Айша, а Хавсе. Из-за чего? Именно из-за этого, из-за этих ее качеств. Мудрость в этом заключалась. Или взять другую мать правоверных, Саляма, да будет доволен им Аллах.
То есть ее мудрость, ее мудрый совет, которому последовал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, посредством которого Аллах субхану ва тааля устранил то, что было в сердцах сподвижников. То есть это при заключении договора о перемирии, Худайбии. Сподвижники отказывались, и многие из вас эту историю знают. Отказывались, считали пораженческим тот договор, который заключил посланник Аллаха, потому что имя посланника Аллаха убрали. Потому что там были условия, что если придет мушрик к мусульманам, хочет принять ислам, надо вернуть его. Или если мусульманин обратится к мушрикам, что они его примут. То есть такие сподвижники считали, что этот договор, то есть не стоит его заключать. Обратите внимание на это. И не хотели выходить из состояния храма. Потому что надо было и храм, и выйти из состояния храма. Тогда Саляма дает совет: о посланник Аллаха, выйди, зарежь животное жертвенное и избрей голову, и они последуют за тобой. И они послушались. Он послушался, пророк саллаллаху алейхи ее совета, сделал так, и сподвижники поступили вслед за пророком точно так же. То, на что мы обращаем внимание, это Саляма, как дает совет. Здесь роль Салямы. Сподвижницы, если была на то потребность, работали. Они работали. Жена Ибн Масуда работала и даже тратила деньги, потому что Ибн Масуд не справлялся. Ибн Масуд – величайший сподвижник, как это передается в сообщениях. Они получали знания, как сказал это Аиша. Да помилует Аллах, или как прекрасные женщины ансаровцы, что они получают знания, и стыдливость не мешает им получать знания. И они даже требовали у посланника Аллаха время на это, чтобы посланник Аллаха дал им время и обучал их. Вот такие были наши сподвижники и сподвижницы. Они поддерживали друг друга на пути Всевышнего, на пути возвеличивания. И вовсе не было помехой множество детей, множество жен. Сподвижники имели по много жен. И вовсе не было проблемой материальный недостаток. Это все те причины, на которые обычно ссылаемся мы, в том числе я сегодня, когда находим себе оправдание своей пассивности, чтобы жертвовать свое время на пути Всевышнего Аллаха. Поистине, в пятницу есть такой момент, когда Аллах субхану ва тааля принимает дуа. Я надеюсь, что мы застанем этот момент, просите у Аллаха прощения, ведь поистине Он милостивый на всех. Инна алхамда лиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва настахди. Ман яхдихиллах, фаля мудилля лах, ва ман юдлил фаля хадия лах, ва ашхаду ан ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху, амма ба'д. Дорогие братья, мы говорили об этом великом аяте, где Аллах субхану ва тааля говорит, что верующие мужчины и женщины друг другу помощники, друг другу друзья, аулия, помогают друг другу, побуждают друг друга к одобряемому, запрещают порицаемое, выстаивают намаз, и выплачивают закят, подчиняются Аллаху и Его посланнику, именно они, именно их помилует Аллах. И как я уже подчеркнул в начале хутбы, это конструкция успешности уммы в целом. Ведь в другом аяте, как я об этом неоднократно говорю, когда Аллах говорит о том, кому Он дарует власть, Он говорит, именно подчеркивает эти качества. Юкимуна ссаля, ва ютуна зака.
совершают намаз, выплачивают закят, совершают, побуждают, велят творить одобряемое, порицают порицаемое. Именно этим людям Аллах дарует тамкин. Тамкин, силу, власть и так далее. Этот путь усиления уммы, развития уммы, в стремлении ее к высоким целям, про которые мы всегда говорим. В этом одном аяте столько всего заложено. Это путь к довольству Аллаха, путь к краю. Ведь вслед за этим аятом Аллах Субхану говорит: «Ва'ада Аллаху аль-му'минин». Сразу после этого Аллах даровал верующим, мужчинам и женщинам, опять же, «Валь-му'минат джаннатин таджри мин тахтиха анхар». Райские сады, под которыми текут реки. «Халидина фиха». Они будут пребывать в них вечно. «Ва масакина тайиба». И благие жилища. «Фи джаннат адн». В райских садах адн. «Ва ридвану мин Аллах акбар». Довольство Аллаха превыше всего. Ведь Аллах Субхану Тааля обладателям рая скажет в судный день, как это подчеркивается в тафсирах, когда они будут довольны и все получат, не дать ли вам нечто большее. Они скажут: «О, что же это, Господь?» Он скажет: «Мое довольство, после которого вы никогда не будете наказаны». «Залика хуа аль-фаузу аль-азим». В этом заключается великая победа. Два аята, в которых заложена конструкция успешности уммы. Механизм, который надо чувствовать и не ломать. А это как раз зависит от вас, дорогие братья. Кто-то, может, подумал, что хутба посвящена женщинам, на самом деле она посвящена мужчинам. А теперь, в заключение, проведем сравнение. В этой же суре Тауба, Аллах Субхану Тааля говорит о других людях, говорит о мунафиках. Говорит о мунафиках, впавших в неверие. То есть нифак бывает большой и малый, как вы знаете. Большой — это когда ты скрываешь свое неверие, демонстрируешь веру. А малый — это когда ты не сдерживаешь слово, нарушаешь обещания, лжешь и так далее. Да упасет нас Аллах от всего этого. Так вот, что он говорит в этой суре перед этими аятами о верующих мужчинах и женщинах? Смотрите, как Аллах Субхану Тааля говорит. «Аль-мунафикуна валь-мунафикат». Лицемеры, мужчины и женщины. Аналогия. Причем очень похожие аяты, и ученые, объясняя этот аят, возвращаются к этому, объясняя этот, возвращаются к тому. «Ба'духум мим ба'д». В том аяте, где описываются верующие, мужчины и женщины, Аллах говорит: не ба'духум мим ба'д, они одни из самих, если буквально переводить. Здесь, описывая лицемеров, Аллах говорит: они одни из самих же. Ба'духум мим ба'д. Описывая верующих, Аллах говорит: они попечители друг другу. В чем разница? И далее, смотрите, здесь о лицемерах говорится: «Я'муруна биль мункар». То есть они велят, побуждают друг друга к порицаемому. В противовес верующие велят, побуждают друг друга, мужчины и женщины друг друга побуждают к одобряемому. «Ваянхауна аниль ма'руф», и запрещают одобряемому. В нашем же аяте о верующих мужчинах и женщинах запрещают порицаемое. «Ваякбидуна айдияхум», и сдерживают свои руки. «Насуллаха фанасияхум», они забыли Аллаха, Аллах забыл о них. «Инналь мунафикина хумуль фасикун», поистине мунафики есть нечестивцы. Так вот, в чем разница? Разница ли в том заключается, дорогие братья, как на это указывают ученые, что мунафики из-за того, что у нее нет твердой основы, нет фундамента, нет акиды, веры, вероубеждения, сколько они с постоянным сомнением находятся,
они друг друга не поддерживают. То есть они перед Аллахом один вид. А верующие мужчины и женщины, да, среди них могут быть грешники, грешницы. Но они попечители друг друга, они поддерживают друг друга, побуждают друг друга, дополняют друг друга. И почему Аллах сказал «Ба'духум аулияу ба'д»? Одни из них попечители. То есть ученые задумываются, кто кому попечитель. Имам Ша'рави в частности говорит, поскольку Аллах оставил это мубхам, неизвестным, ба'д, одни другим, то здесь имеется в виду каждый другому. То есть у каждого есть недостаток. У мужчин могут быть недостатки, которые могут исправить женщины мудрым советом, мудрым поведением. У женщин, я вообще молчу. То есть, вы поняли, надеюсь, эту разницу? Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал полезными на пути Его, чтобы Он нас использовал, как это говорится в дуа пророка, а не заменил нас другими. Ведь если мы не будем полезными Ему, Аллаху Субхану ва Тааля, то Он нас заменит другими. И Аллах исполнит свой свет, как Он это обещал в аяте, даже если это будет противно неверующим.